Борьба за права и свободу Абхазии были делом его жизни. Национальный лидер, возглавивший страну в самые тяжелые годы, герой, имя которого знает каждый. Почтить память первого президента Абхазии Владислава Ардземба пришли президент Аслан Бжаня, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, члены правительства, депутаты парламента, ветераны войны и представители общественности. Война навсегда остается в исторической памяти народа, тяжелым бременем и горем ложится на судьбы людей. Но сегодня, поднимая глаза вверх, мы видим мирное небо над головой, благодаря тысячам историй людей, когда-то вставших на защиту своей родины. Прекрасно помню этот день. Мы, Ишер-Афонский батальон, один из первых, который перешел Верхний Ишерский мост и заходил в город Сухум для освобождения столицы нашей Родины. Исходя из того, что мы год с лишним, весь наш народ ждал, смотрел на нашу столицу и мечтал, когда же придем. Это была очень большая радость, конечно. Но больше радости у меня было, когда мы встретились с Восточным фронтом на Кудорском мосту. Когда уже практически был освобожден и столица нашей Родины, и, в общем, вся республика наша, это даже не знаю, как назвать, эмоции превышали. Игорю Дженя было всего 23 года, когда летним августовским днем началась кровопролитная война. Он поделился, сомнений не было. Победа обязательно будет за Апсны. Игорь Дженя прошел всю войну, был командиром 2-й роты 1-го Ишера-Афонского батальона. За смелость и стойкость, преданность родине удостоен высокого звания Героя Абхазии. Я находился в России, когда война началась, все бросил, приехал, и не было сомнений в том, что мы можем не победить. Сегодняшний день по-настоящему праздничный, торжественный и светлый, полон историй удивительных людей, которые 31 год назад без страха и сомнений ушли на фронт и были готовы отдать жизни за свободу и независимость Абхазии. Мзия Сахадзе прошла всю войну и награждена орденом Леона. Ей было 36 лет, когда войска Госсовета Грузии вторглись на территорию мирной республики. Когда Ардзем говорил: все встаньте, не сдирая нации. У меня 3 детей. Был их в 11 классе, один в 6. Меня отпустила заловка, и я пошла. И не жалею ни грамма. В светлый праздник, один из важнейших в современной истории Абхазии, Мзия Сахадзе рассказала, что у мемориала первого абхазского президента чувствует не только радость, но и грусть. Я горжусь. Абхазия моя родина. Я здесь родилась, дед мой. Вот сейчас поднималась, больно, голос слышу. Должен был с нами находиться. В трудный час на помощь Абхазии пришли добровольцы из братских Кавказских республик и юга России. Каждый из них внес большой вклад в долгожданную победу. И по сей день братья Северного Кавказа плечом к плечу стоят с абхазским народом. Да, мы 32 года назад, как только узнали о начале войны, сборный пункт был в городе в Грозном. Пришли, стали рядом с нашими братьями, уже воюющими абхазскими парнями. Чувствовали, что как они нас, оказывается, силы были небольшие, и что мы пришли самое вовремя, что это, конечно, не могло нас не обрадовать. Я прошел всю войну и видел все те горести и радости, которые несет война. Запись добровольцев в Грозном шла с первых дней войны, сотрясшей Абхазию. Отзывались даже пожилые мужчины. 15 августа в республику уже приехала первая группа чеченских добровольцев. Гилани Хабибулаев во время Отечественной войны народа Абхазии получил ранение. И День Победы, долгожданный светлый праздник, ознаменовавший свободу и независимость республики, встретил в госпитале. Недалеко отсюда, да, это как раз то место, где проходил, можно сказать, даже линия фронта. Враг ожесточенно бился, чтобы
даже как родина первого президента, они, наверное, это имели в виду. И здесь именно в этом месте проходили очень ожесточенные бои. Благодаря усилиям, в том числе и Конфедерации народов Кавказа, вместе со всеми я очень рад, что наше присутствие во время войны абхазам больше помогло. Отовсюду сегодня звучат слова, полные неподдельной радости и счастья, пожелания мира и благополучия, поздравления с большим праздником. Я искренне от всей души поздравляю весь народ Абхазии, всех людей Абхазии с великим праздником. Это праздник, самый важный, наверное, праздник в истории нашего государства. Этот день, священный день для абхазского народа. Позвольте поздравить наш народ с великим праздником, Днем Победы, 31-й годовщиной Дня Победы и независимости. Предоставить возможность нашему народу жить в свободном государстве. Это прежде всего заслуга многострадального нашего народа во главе с нашим лидером Владиславом Григорьевичем Ардзинбо. Сегодня, находясь у его памятника, для нас, для всех особое чувство. Всегда мы поколениями должны воспитывать и расти будущие воинов, будущих лидеров, будущих руководителей государства, именно зная, ценя и понимая все то, что было сделано во главе с Владиславом Григорьевичем. Поздравляем от лица Службы государственной безопасности весь наш народ с Днем Победы и независимости. Смотря на окружающих людей, я радуюсь, что у нас сегодня свободная страна, свободная земля, свободный народ. И дай Бог, чтобы так же и продолжалось. Я от души поздравляю весь наш народ с этой победой. Всем народу Абхазии с 31-й годовщиной поздравляю. Да, сегодня мы именно для этого, как и 32 года назад, мы сегодня тоже, празднуя этот день, стоим вместе рядом с нашими абхазскими братьями, сестрами, с детьми. И это для нас большая честь, что нас приглашают, помнят, чтить. И желаем процветания великой, здоровой, прекрасной Абхазии. Хронология войны полна имен героев. Именно в них, в лицах и историях тех, кто бесстрашно шел на верную гибель во имя, без преуменьшения, высшей цели, кроется та самая правда, страшная правда о войне, которая коснулась всех. Но благодаря тысячам имен, многие из которых не дожили до наших дней, благодаря храбрости и стойкости героев, сегодня мы вновь и вновь повторяем: с праздником, с Днем Победы! Рада Чачава, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.